Крупнейший в Казахстане производитель автомобилей Сарай Арка Автопром заключил инвестиционное соглашение на сумму $1 100 000 000 с Китайской национальной корпорацией импорта и экспорта машинного оборудования, сделав ее крупнейшим акционером 51% казахстанской компании. Международный инженерный подрядчик и дочерняя компания China General Technology Group до 2021 года будет помогать своему казахстанскому партнеру производить автомобили JAC, Анкай, Хао и Хантенг. Как отметил тогда Оскар Мамин, будучи еще первым вице-премьером, инвестиционное соглашение между китайской корпорацией и казахстанским автопроизводителем – это стратегический проект для казахстанского автомобилестроения, который увеличит темпы развития отрасли и экспортный потенциал для выхода на внешние рынки. Проект является важным составляющим программы «Экономический пояс шелкового пути» и входит в перечень казахстанско-китайского сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций, сказал Мамин. Хантенг – бренд относительно новый, но уже с громким именем, довольно своеобразным. Дело в том, что компания Хантенг Auto, созданная в 2013 году, за 6 лет своего существования не раз обвинялась в плагиате. Автообозреватели считают, что достаточно взглянуть на логотип с горцующим жеребцом в фиатовском кружке. Последний казус произошел весной 2018 года на автосалоне в Пекине. Представленный Хантенг EV посчитали подозрительно похожим на Ягуар. В Казахстане же, в частности, в Костанае, будут собирать кроссоверы Хантенг X5 и X7. Появление автомобилей в автосалонах ожидалось еще весной, но реализация проекта задержалась. По информации Союза машиностроителей Казахстана, Хантенг X5 и X7 будут предлагаться с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2 литра с разными коробками передач и только с передним приводом. Цена автомобилей пока неизвестна. Ранее сообщалось, что в рамках развития совместного предприятия планируется довести объемы производства в отрасли до 100 тысяч единиц автомобилей и уровень локализации до 50%. Экспортировать автомобили планируется в страны ЕАЭС.